Дорогие ребята, с наступающим Новым годом! Для каждого школьника Новый год – это особый момент, подводятся итоги за первое полугодие. Праздник наполнен везде и всюду, вы готовитесь к вашим утренникам. Отличного настроения. Хочу, чтобы в следующем году у каждого были успехи в учебе, в ваших дополнительных занятиях. Будьте здоровы, радуйте своих окружающих. Отдельно хочу поздравить первоклассников. В этом году около 6 тысяч первоклассников пошли в первый класс. И для вас это Новый год в статусе школьника впервые. Традиционно мы для вас подготовили сладкие подарки. В целом хочу пожелать каждому из вас в 2022 году крепкого здоровья, верных друзей, интересных дней в школе. Каждый день открывайте для себя что-то новое, будьте жизнерадостны, целеустремленны и любознательны. Хочу пожелать вам отлично отпраздновать Новый год. Будьте здоровы, радуйте себя и своих родителей своими успехами, учителей. Крепкого здоровья, с Новым годом! Какое теплое поздравление! Спасибо большое нашему главе. Мы сейчас будем играть. Любите играть? Давайте встанем для того, чтобы немножко подвигаться и побегать. Все участвуем, Мы давайте. будем все бегать, поэтому вставайте. Итак, вы знаете, ребята, после 31 декабря начнутся длинные новогодние каникулы. И чтобы не заскучать во время этих каникул, мы с вами сейчас подготовимся. Нам на новогодних каникулах обязательно понадобится наша любимая игрушка. Ваша задача сейчас побежать и принести свою самую любимую игрушку. С любого места, ребята, сейчас я тоже побегу. Кнопочка бежит Несу, за несу. своей любимой игрушкой. А у вас что любимая игрушка? Покажите перед экраном Бегу, своего бегу, телефона, бегу. и мы обязательно увидим. Я Это принесла. кто-то показывает, а Олег показывает свой телефон. Это его лучшая игрушка. Ребята, вот смотри, и девочки сколько и игрушек ёлочки, да, принесли. стоят. Молодцы. Я вижу и кроликов, и собачек. Коровка какая у Васильевой Анны. Где Да, еще игрушки? Супер, ребят, молодцы. Какие молодцы, смотри, как Ой, много каких много, у мальчиков смотри. и девочек, да. Даже попит есть. Молодцы, ребята, вы Молодцы, справились. ребята. А сейчас, звездочка, мне нужно, ребята, чтобы вы принесли, ну-ка, кто самый быстрый, книжку со сказками. Любую книжку с рассказами, с историями, с сказками. Давайте, бегите, приносите. А сейчас звездочка тоже принесет. Ага, вот, вижу, ребята, Тут разные две русские книжки сказки принесли. вижу. У Милены две книжки. Даже якутские есть, да? Вот, как много. Я очень рада, что вы, ребята, читаете книжки. А кто-то Молодцы. учебник даже принес Да. по литературе. Молодцы за 3 класс. Супер. Умницы. А теперь немножко сложное задание, Ну-ка, а может быть я самое готова. простое наоборот. Вы же все любите сладости. Принесите сладости, покажите Сладости, сладкое. любые, ребята. Хоть ватрушку, хоть конфетку одну. Может, у кого-то тоже есть бегу. кусочек тортика, а Я может бегу. быть конфеток целый мешочек. У меня У вот такая Кнопочки красивая такая конфетка. конфетка в виде Смотри, новогодней игрушки. вафельки принес Олег. Вафли, А кто еще принес? конфеты, Скитлс Смотрим, вижу, смотрим. как много. Я Киндеры. увидела красный шоколад у Ну, вы Александры. сладкоежки, ребята, но не забывайте, что делать. Я Аделия, я вижу твой Зубки киндер-сюрприз. чистить, Молодец. Да, молодцы. Так, тихо. Ребята, у меня есть секрет. Очень такой непростой. Хотите, расскажу? Давайте, можете мне просто покивать. Вот так вот. Тогда я пойму, что вы имеете в виду. Супер. Итак, ребята, у меня есть волшебное зеркало, которое покажет все, что захочешь. Я знаю, что через такое зеркало Дед Мороз, настоящий Дед Мороз, смотрит и видит каждую девчонку и каждого мальчишку на планете Земля. И поэтому он всегда знает, кому какой подарок подарить. Давайте проверим, как на самом деле работает наше волшебное зеркало. Согласны со мной? Хотите проверить? Согласны? Давайте, надо подумать. У меня есть друг Петя Ивочкин. Давай посмотрим, чем он сейчас занят. Замечательная идея, да? Давайте смотрим, ребята. Что для вас значит новогоднее чудо? Подарки, сладости или ожидание Нового года? Вы когда-нибудь попадали в другой мир, который укутан многими загадками?
Если нет, то я хочу вам показать историю очень интересного мальчика по имени Петя Ивочкин. Петя, давай играть! Петя, иди к нам! Петя, ну ты чего? Ну что, внучок, как с оценками? Дед, хватит. У нас вечно один и тот же разговор. Ну я же о тебе забочусь, мой Петюшка. Не называй меня так. Я уже не маленький. Эх, вы, старики, ничего не понимаете. Только замечания умеете давать. Все, я в школу. Ты смотри, куда идешь, Ивочкин! А сама-то? И вообще, кто такая? Как это кто? Я вообще-то твоя одноклассница, Кюнней. Вот до чего тебя твой гаджет довел. Даже своих друзей и одноклассников не узнаешь. Ага, вот это, смотри под ногами, что ли. Стой, а ты мне даже помогать не собираешься, да? Еще чего, у меня есть дела поважнее. Ничего не слышит! И после того, как я проиграл, я сразу же выиграл того игрока. Ты не представляешь, как я был счастлив тогда. Петя, давай поговорим нормально. Что с тобой происходит в последнее время? Не уходишь по выходным играть с нами? Скажи честно, мы с тобой больше не друзья? Вовка, ну ты чего? Мы же друзья навеки. Хочешь конфетку? Ну как хочешь. Сегодня какой-то странный день. Дедушка со своими нотациями. Петя, нельзя выбрасывать мусор. Тебя не учили, что ли? Да что ты заладил-то? Да, за меня уборщицы уберут. Надо ценить чужой труд. Подними фантики. Да что ты заладил-то? Да какой ты друг. Друзья должны поддерживать друг друга, а не отчитывать. Своим гаджетом совсем, что ли? Очнись, друг мой. Хватит себя винить в своих бедах. Может, проблема в тебе? Ах так? Да как ты посмел? Ты мне больше не друг. Никто мне не друг. Ну и ладно. Вот и прекрасно. Я потерял своего лучшего друга. Никому я не нужен. Может, если я прокричу свое желание, оно исполнится? Я хочу на Новый год, чтобы я попал в другой мир, где мне разрешат делать все, что я хочу. Ладно. Вова? Кюней? Что вы тут делаете? И почему вы так странно одеты? Какой Вова? Мальчик, с тобой все в порядке? Вовка, это я, Петька, твой лучший друг. Меня зовут Добрик. Я самый добрый и веселый эльф из самой сказочной страны Мусландии. А я Харчана. А тебя, как я поняла, зовут Петя, да? Ага. Подождите-ка.
Какая еще Мусландия? И где это я вообще нахожусь? Эй, что ты суетишься? Мы все тебе расскажем И покажем. Пойдем с нами. Подождите-ка. Куда? Харчана, что с тобой? Петя? Добрик? Я должна была помочь Чисхану, но я не помню, что надо было сделать. А что надо было сделать? Не отчаиваемся. Я и Петя тебе поможем. Да, Петя? Ну это... А зачем мы должны помогать? Нельзя так говорить. Задача жителям Исландии – это помогать друг другу. Ну ладно. Но мне надо возвращаться к себе домой. Мальчики, вы самые лучшие! Петя, я обязательно помогу тебе вернуться домой, ведь друзья всегда так поступают. Друзья? Ну ладно. Может, найдутся какие-нибудь зацепки? Да, сейчас. Вот, тут сказано, что нужно идти на вершину высокой горы. Так чего же мы ждем? Вперед за приключениями! Сколько раз можно повторять, что следующим председателем зла буду я, потому что ты даже не научился правильно написать свое имя. Как можно вместо слова «ужасный» написать «ужаслый»? Ах ты! Да как ты смеешь? У меня уже в паспорте так написано. Ужасный так ужасный. А ты вообще бяка. Потому что ты плохая. И вся такая бяка. И это я буду председателем зла. Нет, я! Нет, я! Кто из вас решил занять мое почетное место? Вы, мои бессовестные! О чем это я говорю? Вы же у меня и так такие. Ваше злочество! И кто же из вас хотел занять мое место? Это все Мармот ужасный, он сам мне все рассказал. Нет, ваше высочество! Она врет! Это она сама начала вести этот разговор! Это же ты! Ты начала! Замолчали! Ох, свалились на мою голову. В общем, я пришла к вам, чтобы вы выполнили мою просьбу. В нашу Мусландию попал мальчишка по имени Петя Ивочкин. И мне срочно нужен этот мальчишка. Принесите мне его любой ценой, вы меня поняли? Так точно, госпожа! Теперь уж Новый год будет моим, и никто не сможет у меня его отнять. А ведь символ наступающего Нового года находится у меня. Так, мы пришли в какое-то непонятное место. Но я точно уверен, что мы пришли куда надо. Как же я устал. Попить бы водички. Хоть каплю. Тут какая-то бутылка, но она очень сомнительная. Это же знак, что нужно ее выпить. Иначе у нас не останется сил. Вода?
Мармот, что же ты наделал? А Петю зачем надо было усыплять? Почему ты вечно все портишь? А что сразу я? Это все из-за тебя. Почему постоянно я крайний? Ты же сказала, что Петя эту жидкость не будет пить. Это все ты. Ты Что же нам делать? Наших героев усыпили, а времени до наступления Нового года осталось совсем немного. Ребята, давайте мы их с вами разбудим. Похлопайте и потопайте, чтобы они вас услышали. Бяка, ты это слышишь? Что? Да, это похоже на... Землетрясение! Что с нами случилось? И почему у меня так болит голова? Кажется, знаю, чьих это рук дело. Нам срочно нужно поспешить. Что же нам делать? И мой телефон тут бесполезен. Без паники, друзья. Харчана, что написано на другой стороне бумаги? Погодите. Ой-ой-ой, тут какие-то цифры, но я не могу их разобрать. Дай-ка сюда. Так, тут у нас цифры 2, 2, 0 и 1. Кажется, я начинаю понимать. Что такое? Что ты узнал? Не совсем, но мне кажется, что это уходящий 2021 год. Точно! Петя, набери на своем телефоне номер 2021. Но тут же даже совсем нет сети. Но ты, друг мой, находишься в сказочной стране, так что попробуй. 2, 0, 2, 1. Ой, а где это я? Это же символ уходящего года! Бык! Давно не виделись, Бык. Здравствуй, Харчана. Как я тут оказался? Это не важно. Вы должны мне помочь. Я надеюсь на вас, что вы поможете спасти символ наступающего года – тигра. Если мы его не спасем, то Нового года не будет никогда. Никогда? Да, его похитила коварная председатель зла, а я никак не могу добраться до них. Что же нам делать? Кажется, у меня есть идея. Какая? Я тут понял, что мы можем сделать телепортацию с помощью геолокации. Так, Бык, ты знаешь, где примерно они могут быть? Да, помню. Они вот тут. Как же страшно. Вы это слышали? Прячемся! Да как вы могли испортить такой план? Видишь ли, они думали, что это было землетрясение. Глупцы! Это были всего лишь маленькие детишки. Извините нас, председательница зла, мы как-нибудь придумаем новый план. Правда, Мармот? Да-да, придумаем! Уже не надо ничего придумывать, ведь он сам соизволил к нам прийти. Председатель зла, верни нам символ наступающего года. Ребята, вы пришли. Я уже отчаялся, что меня никто не спасет. Тихо! А я тебя так долго ждала. Ты ведь пришел ко мне. Я пришел спасти символ наступающего года – тигра. А ты еще кто такая? Хо-хо. А мне нравится твоя грубость. Меня зовут председатель зла. Это мои помощники Бяка Пилкина и Мармот Ужаслый. Мы много наслышаны о тебе. Мы дадим тебе все, что захочешь. Всё, что Делать захочешь. ты будешь ровно ничего. Давай, переходи к нам. Давай, Петя. Петя, не слушай ее. Ты ведь не такой. Если бы не ты, то мы бы не дошли бы так далеко. И это твое доброе сердце. Не произноси слова, связанные с добром. Мне неприятно слышать такие слова. Не трогай моих друзей! После того, как я попал в Мусландию, они помогли мне осознать мои ошибки, которые я совершал. И я понял свое предназначение – это помогать своим близким и родным. Я так много времени проводил со своим смартфоном, что напрочь забыл об окружающих. Ведь телефон предназначен для жизненно важных моментов. Прошлый Петя присоединился бы к тебе, но не я! Добро! 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 Нет! Петя, у тебя получилось. Спасибо тебе, мальчик по имени Петя. Мы, жители Мусландии, благодарны тебе. Ой, я вспомнила. Если бык и тигр встретятся вместе,
то к нам придет Чисхан! Здравствуйте, детишки, здравствуй, мальчик Петя. Здравствуй, Чисхан. За твой храбрый поступок я дарю тебе билет во дворец детского творчества на встречу с Дедом Морозом и Снегурочкой. Ух ты! Спасибо, Чисхан. А как мне попасть обратно к себе домой? Председательница зла, надеюсь, ты сожалеешь о своем поведении и исправишься. Да, я осознала свои ошибки. И мои друзья тоже. Да-да, добро это круто! Я доверю эту часть тебе, председательнице добра. Пусть наш защитник Петя окажется у себя дома. И пусть Новый год он встретит с добрым сердцем. Эй, Петя, просыпайся! Такими темпами ты пропустишь Новый год! Вовка? Вовка, как я рад тебя видеть! Прости меня, я все понял. Не хочу терять нашу дружбу. Мир, мир, ребята, все сюда. У меня есть для вас всех подарок на Новый год. Что-то случилось, Перед тем, как встретиться с Дедом Морозом, надо зажечь новогоднюю елку. Давайте скажем заветное слово все вместе. Раз, два, три, елочка горит! С Новым годом, с новым счастьем! Ура! Какие замечательные приключения случились у наших друзей, Кнопочка. Да, Мне и- очень понравилось. А вам, ребята? И спасибо Петю Ивочкину и его друзьям, то, что зажгли нашу елочку. Так, я что-то слышу, что-то шуршит. А тем временем, Ничего не видите? Ничего ребята, странного? нам сообщили, что Дед Мороз уже в пути. Ничего странного не видите, ребята? Подскажите мне, я что-то слышу. Вы что-то видите? Мы что-то слышим. Что? Где? Что? Еще раз, где? Сзади? Сзади? У кого Сзади? сзади? Так это Тигр и Бык пришли к нам уже. Привет! Привет! Бык, привет! Подходи к нам. Вот они, ребята, уже здесь, с нами вместе. Тигр и Бык, давайте сейчас сыграем с ребятами, хорошо? Ребята, готовы сыграть с нами еще одну игру? Давайте сейчас мы разными движениями украсим свою елочку, хорошо? Итак, повторяем за мной. Соединяем пальцы, делаем вот так, и это будет наша елка. Да, верхушка елки, елка. А наверху, на верхушке у нас светится красиво-красиво звездочка. Звезда горит. Вот так вот ручки показали, вытянули. Ага. А под елкой у нас что, ребята? Подарки. И сложили ручки вместе. Это подарки. Вот, молодцы. И, конечно же, какие праздники без красивого салюта. Вот так вот ручки сделали, потрясли. Это будет салют. Отлично, повторяем все. Молодцы, Тигр и Бык. ребята. Запомнили? Давайте еще раз, ребята, вспомним. Елка. Хорошо, молодцы, елка. Звездочка. Звездочка. Подарок. И салют. Хорошо, молодцы, запомнили? Отлично. Сейчас, ребята, Тигр и Бык и вы будем делать эти движения. Но я проверю, кто из нас самый шустрый и внимательный. Хорошо? Потому что я, Кнопочка, буду вас немножко путать. Так что будьте начеку. А мы, Итак. ребята, не должны запутаться. Будьте Да. внимательны. Итак, поехали. Елочка. Подарки. Салют. Подарки. Елочка. Вот так вот, ребята. Это у нас звездочка была. А елочка у нас какая была по-настоящему? Вот такая. Давайте еще раз. Чуть быстрее. Подарок. Елочка. Звезда. Салют. Елочка. О, молодцы!
Девочки, вы не ошиблись, все сделали елочку такую, какую надо. Молодцы, все внимательны. Молодцы, ребята. Супер, красавчики. А теперь настало время позвать Дедушку Мороза. Давайте, ребята, включаем свои микрофоны, да. Давайте включаем, все включаем. Давайте. И на счет 3 кнопочка, Да, да? на счет 3 все вместе. 3, 2, 1. Дед Мороз! Дед Мороз! Дед Мороз! Еще, ребята, идет он! Дед Мороз! Дед Мороз! А нет, давай тоже кричи! Мороз! Дед Мороз! Здравствуйте, мальчишки! Здравствуйте, девчонки! Здравствуйте и вы, мои друзья, Чингисхан и Харчана! Үтө күнүнөн боолуктун маннан устубут мукабары оголор. Үтө күн эхиэха болду. Түмнү огоннор вонна кини каначан фиянчана. Ребята, вы ждали нас? Конечно, Дедушка Мороз, они нас ждали. Посмотри, какие они веселые. Давайте помашем Дедушке Морозу. Все-все-все. Где ваши ручки? А давайте, ребята, покажем сейчас Дедушке Морозу, кто из вас любит петь и танцевать. А как мы покажем? Давайте покружимся вот так. Мы всех-всех видим. Давайте. А кто сидит у нас там на местах? Вы не любите ни петь, ни танцевать? Мы же всех видим. Ну-ка, ребята, встаем со своих мест. Молодцы, встаем. Отлично, все. И кружимся. Смотрите, чтобы голова не закружилась. Молодцы, отлично. Ребята, какие вы сегодня красивые! Какие вы сегодня нарядные! Всем привет! А может быть, кто-то из ребят очень любит рисовать в свободное время? Может быть, кто-то станет даже знаменитым художником? А ну-ка, попрыгайте! Давайте Кто рисует? попрыгаем! Кто рисует у нас в свободное время? Вижу, кто-то не любит рисовать, а кто-то, наоборот, активно прыгает. Значит, у него много рисунков. Молодцы! Ребята, а у меня такой вопрос. Кто из вас любит учиться? Давайте помашем ручками! Молодцы! Давайте все все любят вместе! учиться! Видишь, Дедушка Мороз, какие у нас замечательные сегодня ребятки! Да. А может быть, мы еще и станцуем все вместе? Давайте! Ну, давайте. Ребята, все встаем, как и в моем челлендже, повторяем за нами. Давайте новогодний танец с Дедушкой Морозом и Чингисханом. Молодцы, повторяем за нами. Отлично! Скоро наш праздник, ребята, давайте все вместе. Давайте все, Надежда, давай тоже повторяй. С ноября до января наряжается земля И хлопай в ладоши. белым и пушистым снег. В другую сторону, отлично. А мы с тобою ждем И солнышко чудо, медленно. что придет в наш дом. Еще раз солнышко. Лиловых веток и Всех потянули ручки, показали салют. Это Новый год, ярких дней круговорот. Молодцы, делаем шаг. Желаний Отлично получается. снежный. И покрутили. Новый год, В другую сторону. вновь замедлит ход. Еще раз. Каждый этот праздник ждет. Свет Молодцы, показали салют. Помашите нам ручкой. Замечательные ребята! Вы все самые-самые лучшие! И поэтому получите самые-самые лучшие подарки! и волшебной силы. Жолу Саргане! Каждому из Здоровья и счастья в новом году! новый день и Мәдәнир саргылак сана жолунан сана жолуна! и встреч.
С Новым годом, друзья! До новых встреч! Новым годом!